Сейчас я активно применяю вот этот очистка печени, печень 10 капсул 3 раза в день и вместе сопровождение 6 таблеток бамбука. Ну, я много раз рассказывал, да, сейчас повторяться не буду. Очень хороший результат, за 2 месяца 8 килограмм, но праздник, Новый год, все вкусности, ну опять вот. Понятно, да? Так, ну ладно, это лирика. Я вам сейчас другую вещь хочу сказать. Погода, видите, да, чувствуете? Один день 25, ну 40. Какая-то нестабильность. Это к чему ведет? Это нарушается иммунитет. Сейчас грядят очень неприятные вещи. Называется вирус-эпидемия. В прошлые года были вирус свиной грипп. Как-то его профилактику делали, прививали. Какой-то штамм у населения появился, какой-то иммунитет. Нынче бах, и появился куриный. Куриный. Мы к нему, у нас иммунитета к нему нет. Сейчас мы еще ограничены. У нас вот это наша полярная, вот это наша зима, вот это как-то еще стабилизирует, да? Там Россия идет, начинается оттуда, с юга, эпидемия. Эпидемия начинается внезапно. Среди полного благополучия каким-то образом вирус попадает, появляется резкая слабость, температура, кашель. За несколько дней человек тает и умирает от пневмонии, от осложнений. Я вам сейчас некоторые неприятные вещи скажу, да? Что для этого принимается в поликлиниках? Человек приходит, в больницу ложат, начинает пичкать антибиотиками. Цефалоспориновый ряд, там 6-й, 7-й ряд, там антибиотики, 3-4 антибиотика. Это что делает? Это наоборот убивает дальше иммунитет. Это стандарт. И человек буквально за 3-4 дня умирает. Статистика, я нынче по интернету, сегодня после ночного дежурства я стоял, смотрел, покопался, да, вот в этих регионах массовая идет летальный исход. Моментальная пневмония. Это придет к нам. К нам придет. Но мы должны быть к этому готовы. Надо поднимать иммунитет. Каким способом? Предыдущим аптекарь, провизор, да? Вы внимательно смотрели, да? Там есть все необходимое. Не надо выдумывать. Там есть все необходимое, но надо повысить концентрацию. Концентрацию повысить, увеличить дозировочку. В разы увеличить и в крови повысить эту концентрацию необходимых сперматоцитов и крайне необходимых антиоксидантов. Это спасет. Почему? Я лечу своих больных клиникой. Пришла, я вот сегодня дежурил санитарочка. Я своих санитарочек, медсестер лечу. Это близкие люди ко мне, которыми в основном на работе, да. И вот я их температура, ослабленность, я говорю, ложись на стул, я полечил, и сказала, она и так пьет, она просто не смогла сегодня прийти, потому что у нее там какие-то семейные дела радостные. Я говорю, повышай температуру, повысь, говорю, вот эту концентрацию. И она при мне где-то открыла баночку или, практически она мне верит, да, она где-то таблеток 6-7 проглотила, вот этой сосновые пыльцы, потом бамбука столько же. Я ему говорю, перейди тихонечко на очистку печени.
И мероприятие провел там, ну, необходимо, вот люди это. Диафрагму немножко спустил, немножко вот этот спазмирующие элементы. И после этого она говорит, я пошла спать. Сегодня мало поступлений было фактически, и она с часа до 6 спала, говорит, утром просыпается, ну как у тебя температура? Ну, температуры нет, то все, я побежала. Есть у нас инструмент, есть чем защищаться. Господь Бог в виде китайской государственной компании к нам послал вот эти препараты. Своих окружающих детей. Вирус обязательно попадет, обязательно попадет. Тем более у нас не совсем очистилось, не совсем санировалось 45-50 градусных морозов нет. Морозов нет. Вот наш Якутия, да, у нас очищалось мороз. Сейчас вот этого морозов нет, этих вирус очень активирован, и поэтому прошу вас, да, вот это повысьте вот концентрацию содержания в крови. О том, что повысилась концентрация, что идет? Клинически. Вы не каждый сумеете прийти в больницу, сделать анализы. PH вам недоступно. Это просто надо за собой следить, что слюна становится больше. Почему слюна становится больше? Потому что начинает вырабатываться щелочная форма. Организм начинает ощелачиваться. Слюны становится жиже и больше. Моча становится светло-грязной и с запахом. Этого не надо бояться. Идет очищение. И сон. Спать хочется. 11 часов. Легли спать, как лампочку выключили. В 5:36 проснулись и вперед. Это вот одни из основных показателей. То, что концентрация поднялась, а достаточная идет профилактика гриппа. Я не буду рассказывать про желчекаменную болезнь, я много раз рассказывал. Я еще раз: ограничьте себя, своих родных, своих близких от эпидемии гриппа, от куриного гриппа. Куриным гриппом кто болит? Тот, у которого куриные мозги. Я надеюсь, у нас не совсем куриные мозги. Ну, это такое выражение есть. Хорошо? Вы поверьте, пожалуйста, практикующему врачу. Спасибо за внимание. Спасибо. Но я хочу сделать маленькую